Здравствуйте, уважаемые избиратели села Кангаз. Меня зовут Василий Чарик. Я являюсь координатором проекта «Центра Контакт». Это Национальный центр информирования и поддержки неправительственных организаций Республики Молдова. Сегодня мы с вами находимся на очень интересном мероприятии «Публичные дебаты по выборам на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года». Мероприятие проходит в рамках проекта «Голосуй активно, голосуй осознанно». Мероприятие организовано Центром «Контакт» при поддержке Ассоциации «Промолекс» и при поддержке Агентства Соединенных Штатов по развитию. Такого рода мероприятия мы проводим на юге Республики Молдова в 9 населенных пунктах. Позавчера мы проводили дебаты в Чимишлии, сегодня в Кангазе, будем в Бессарабке, в Тараклии, в Чадырлунге и в серии населенных пунктов из Кагульского, Леовского, Кантемирского районов. Мы проводим такие мероприятия каждый раз, когда есть выборы, будь то выборы местные, будь то в парламенте, будь то в Народном собрании Гагаузии или же по выборам Башкана Гагаузии. Сегодня у нас два кандидата, которые изъявили желание участвовать в наших публичных дебатах, и мы их представим. Но до этого хочу сказать, что цель наших дебатов – это мы хотим, чтобы вы познакомились поближе с программами кандидатов. Мы хотим, чтобы вы выяснили, кто из нынешних конкурентов ближе к вашим чаяниям, к вашим надеждам, чтобы в конечном итоге вы могли жить лучше, чтобы село стало краше, богаче. Мы хотим, чтобы вы убедились в том, что именно тот человек, которого вы изберете, может решить ваши проблемы в вашем населенном пункте. Поэтому дебаты больше всего для вас. Мы хотим, чтобы вы имели возможность задавать вопросы, услышать, посмотреть и сделать свой осознанный выбор. Нас спрашивают, вы от какой партии? Было такое на улице, а вы от какой партии? А мы не от какой партии. Мы являемся представителями гражданского общества. Наша партия – люди, избиратели. Поэтому сегодня мы будем на вашей стороне. Мы будем вас поддерживать, чтобы вы могли задавать вопросы, выяснять все до конца, чтобы можно было через неделю выйти на выборы и сделать осознанный, активный выбор. Сегодня со мной мои коллеги Светлана Панаитова и Михаил Шарвир. Надеюсь, вы Михаила знаете, да? Знаете Михаила? Да, почти, да? Вот они будут ведущими, а я буду с ними вместе помогать, чтобы наше мероприятие проходило организованно и цивилизованно. Представляем наших кандидатов. Они вытянули жребий, и первым будет выступать кандидат, независимый кандидат Демьян Карасений. Мы просим вас занять места на сцене и продолжаем наше мероприятие. Добрый день. Я зачитаю правила поведения дебатов. В дебатах принимают участие только кандидаты на должность примара. Во время дебатов в здании, по коридорам, в вестибюле, на лестничных площадках, а также в зале не допускается распространение агитационных и пропагандистских материалов. В зале не допускается деятельность различного рода агитационных групп и групп поддержки с флагами, транспарантами и другого рода агитационными материалами, скандирующие в поддержку кандидатов на выборах. Желающие задавать вопросы поднимают руку и говорят только с разрешения ведущих. В своих выступлениях кандидаты воздерживаются от выражений и жестов, оскорбляющих личное достоинство конкурентов. Избиратели, задающие вопросы с места, стараются выражать свои мысли четко и внятно, называя конкурента, кому адресован вопрос. Вопросы провокационного, агрессивного характера, оскорбляющие личное достоинство конкурентов, не допускаются. Участникам дебатов следует также воздерживаться от реплик, выкриков из зала, а также от другого рода некультурных проявлений. Спасибо. И мы будем следующим образом разделять время во время нашего мероприятия.
Ну, в первую очередь мы выслушаем предвыборные платформы кандидатов. Каждому из кандидатов мы предоставим по 3 минуты и очень просим всех кандидатов уложиться именно в то время, которое предоставляется. У нас будет таймер выведен на экран, и вы сможете видеть и по таймеру, сколько у вас времени останется. И после этого мы будем вынуждены вас прервать. Ответы на предвыборную лотерею. Мы будем проводить предвыборную лотерею, кандидаты будут вытягивать вопросы, и тот вопрос, который им попадется, они смогут на него ответить. Максимум в течение 2 минут нужно будет изложить свой ответ на этот вопрос. Но если и другой кандидат хочет что-то дополнить, высказаться по этому вопросу, то у него будет также 1 минута, чтобы высказать свое мнение на вопрос, который был задан его контркандидату. Затем у нас будет раунд свободного микрофона. То есть из зала, кто из вас захочет задать вопрос, мы подойдем с микрофоном, вы сможете его задать. Те из вас, кто по определенным причинам, я не знаю, стесняется, боится, не хочет высказываться публично, у вас будет возможность написать вопрос на листочке бумаги и передать нам его, и мы уже передадим кандидатам ваш вопрос. И после того, как закончатся вопросы из зала, будет уже финальное обращение к избирателям по 1 минуте от каждого кандидата. Спасибо, и я надеюсь, что все будут соблюдать те правила, которые Светлана вам озвучила до этого. Так, таймер есть на экране, он, к сожалению, не сильно большой, но я думаю, будет видно. 3 минуты. И первым предоставляется слово Демьяну Николаевичу Карасини. Пожалуйста, у вас есть 3 минуты для того, чтобы представить свою платформу. Я прошу прощения, вы секунду даете для обращения к залу? Нет? А поздороваться? Поздороваться? У вас 3 минуты, и в течение этих 3 минут вы можете поздороваться и представить свою платформу. Уважаемые жители Кангаза, значит, у нас сегодня 5 кандидатов на пост примара села Кангаз. Все кандидаты встречаются с вами, рассказывают о своих программах. Я без комментариев хочу показать на экране свою программу «Кангаз сегодня» и «Кангаз завтра». Kongazım benim, beni balıkım, burada durur.
Yaşasın zengin güzel insanın Korunsun büyüsün Ayozlu adın Kongazım kongazım benim kongazım Severim seni balı kongazım Yaşasın zengin güzel insanın В течение 3 минут вы смогли посмотреть видеоролик с предвыборной программой кандидата, независимого кандидата Карасини Демьяна Николаевича. И также у вас будет возможность задавать вопросы, дополнительные вопросы по той презентации, которая была. А сейчас мы предоставим 3 минуты для презентации предвыборной платформы кандидату от партии социалистов ЕСИР Михаилу Ивановичу. Добрый день, уважаемые односельчане. Вы были свидетелем тех позитивных изменений, которые происходили у нас последние 4 года. Я намерен иду на выборы осознанно, чтобы продолжить эти изменения. И в приоритетах я ставлю в первую очередь, у нас должна быть канализация. Есть проектно-сметная документация, рабочие проекты, есть расчетные на все село. Это улучшит экологическую обстановку у нас в селе, да и позволит в будущем нам наши дороги строить уже капитально именно в асфальте или в вибробетоне. Вторым приоритетом я вижу наши детские дошкольные учреждения. Введен новый санитарный регламент, согласно которому должны быть созданы минимальные условия для наших детей, для воспитания наших детей. И здания у нас все имеют солидный возраст. Самое молодое здание 30 лет, а самое старое уже под 60. И чтобы создать условия для воспитания детей, их всех надо капитально отремонтировать. Эти программы начаты уже, вы их знаете во всех детских садах. В стороне, я думаю, не оставлять и наши школы, это доуниверситетские учебные заведения. Требуется благоустройство территорий, они сами занимаются по мере возможности, тоже внедряют проекты, но нужно создать нормальные условия для воспитания в школах. Еще одним направлением, считаю, это объекты культуры и спорта. Есть у нас созданы тоже минимальные условия, спортзал вместо дискотеки «Йылдыз», но этого недостаточно. Там, если заниматься борцы, для остальных не остается почти места, есть только для тренажеров. Надо иметь и спортивные площадки во всех микрорайонах, да и надо, чтобы расширялись и по видам спорта, чтобы было для желающих заниматься и гимнастикой, в том особенности для девочек нет у нас условий. И стадион наш тоже с 1974 года, уже 45 лет, требует капитальной реконструкции в ближайшее время, и надо его тоже восстанавливать. Это не говорит о том, что мы не будем заниматься, если я выигрываю выборы со своей командой, не будем заниматься нашей дорожной инфраструктурой, объектами здравоохранения, водоснабжением, уличным освещением. Уличное освещение вообще у нас мы модернизировали уже 70% уличного освещения. Есть финансовые возможности его в ближайшие 2 года завершить полностью на все село. И оно будет сделано. По водоснабжению тоже на ближайшее время сейчас должны начать проект оптимизации водоснабжения. Проблема должна быть снята. Но первым вижу канализацию. Спасибо, спасибо большое. Мы приготовили вам списки вопросов. Сейчас вы вытяните вопрос. Вопросы приготовили жители села Кангас. Были тренинги, посиделки. Мы с ними проводили обучение по технологии выборов, и люди задавали вопросы. Им приготовили вопросы в конвертах. Пожалуйста, 2 минуты на вопрос. По очереди. Господин Карасени, пожалуйста, первый. Зачитайте вопрос, пожалуйста. Вопрос номер 3. Уже много лет в Кангазе остро стоит вопрос строительства нового кладбища. Почему же до сих пор не найдено решение этой проблемы? Какое ваше видение в этом направлении и как вы собираетесь решить эту проблему? Уважаемые избиратели, значит, действительно 8 лет
муссируется, что построим новое кладбище, построим новое кладбище. У всех жителей уже оскома на зубах из-за этого кладбища. Значит, я вас уверяю, что в течение года, оказав мне доверие, кладбище будет построено. Значит, мы видим, что происходит в Бишалме, что сделали жители села Баурчи, вывели кладбище за территорию села. Сегодня кладбище благоустроенное, также кладбище в Камрате и в многих других населенных пунктах. Поэтому с людьми надо работать. Не ждать, что люди сами придут и отдадут свои 20 сотков или сколько там у него есть. Надо с людьми вести серьезную беседу и убеждать людей. И я лично готов свои 20 сотков, которые у меня по 82 статье, бесплатно выделить для этого кладбища. И есть много добрых людей, особенно пожилые люди, которым не безразлично, говорят: Дмитрий Николаевич, bunu yaparsın, biz de vereceğiz. А insanla etmeden, imşlemeden o mezarlık olmayacak nikada. Bizi уже Güleyala. Söyleyala nerelisin bak, Kongazlıyım. Ha, orada mı hani üçünü çıkarayla, birini gömeyala. Очень, это очень серьезный и глобальный вопрос. И я вам даю гарантию, что в течение года мы это кладбище построим. Спасибо. Спасибо. Господин Ильсир, если вы хотите дополнить выступление, вы можете 1 минуту дополнить это выступление. Вопрос кладбища у нас уже 50 лет стоит, его давно надо было решить. Но должна быть земля в собственности примерной. У нас, к сожалению, его нету. Спасибо. Пока. Надо Спасибо. заниматься. Вопрос первый. Каким видится будущему примара решение вопроса строительства игровых площадок для детей по районам села? Где вы собираетесь их строить и за счет каких средств? Площадки мы 4 площадки последние годы строили. Строили площадки за счет собственных средств. Такие площадки, которые стоят около 100 тысяч, вполне под силам бюджета села. И каждый год по одной, по 2 площадки можно привлекать и внебюджетные средства. И площадки вообще должны быть на каждой 2-3 улицы своя площадка, чтобы дети имели шаговой доступности их, и чтобы мамы не очень беспокоились за то, что дети играют где-то на мусоросвалке. Должны быть площадки оборудованные. Спасибо. Следующий вопрос. Дополняйте, пожалуйста, господин Карасенин. Значит, я хочу дополнить, что, допустим, те площадки, которые сегодня были установлены на территории Приморьи и села Кангас, значит, я был на встрече в улице Леонова, говорят: Дмитрий Николаевич, пойдемте мы покажем вам, где установили игровую площадку. Площадку установили на мусорке. И говорит: вы своего внука или ребенка отпустите, чтобы они здесь, значит, играли или гуляли. Где роза ветров, не дай бог, там поджигает этот мусор, там невозможно не то что играть, там жить невозможно. Спасибо, мы не критикуем, мы отвечаем на вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Теперь у вас есть прекрасная возможность зрителям задать вопрос кандидатам. Пожалуйста, поднимите руки, мы подойдем с микрофоном к вам, и у вас есть возможность задать вопрос. Секундочку, я подойду с микрофоном, но напоминаем правила. Без перехода на личность, без ничего, чтобы всем было слышно. Там не слышно. Михаил Иванович, дорогой, Андрей Кириллович, туараса кутикта, хенда чпайла, ничего yok büyüm gazı. Orada var insanlar, бабушка, баллон кемера getirecekler. Söyleyeyim ничего yok gazı. Я задал этот вопрос, Дмитрий Николаевич, он сказал, что решил. Почему до сих пор не решили? Ne zaman güzel gaz kurulak onlarda, neçe babacıklar geze arkasında balon, kemana getirsin onu, neçe yapmadınız onu siz mi? Где вы были? Дмитрий Степанович, задали вопрос, ждите ответ. Спасибо, спасибо за вопрос. Пожалуйста, у вас есть по 1 минуте. По 1 минуте, чтобы ответить на вопрос. Приморье проводила в свое время газификацию. Она была проведена до шкафных, среднее давление. Дальше уже проводило население за счет собственных средств. Вот остались вот эти микрорайоны, небольшие острова без газификации, где не было у людей финансовых средств тогда.
так и остались негазифицированные. Их нужно только по новой программе аккумулировать где-то средства. Была когда Ирина Федоровна на приеме, 50 на 50, 50 изыскиваем мы с исполкома, давайте 50% найдите. Люди не смогли саккумулировать эти средства. Спасибо. Демьян Николаевич, хотите ответить на этот же вопрос? Уважаемые жители Кангаза, значит, я даю гарантию, что мы в ближайшее время этот вопрос решим. Значит, я был в районе Монтажной, где проблема стояла всего лишь, чтобы Приморье оплатила 47 тысяч лей проект. О ком говорил и задал вопрос Дмитрий, значит, это мои соседи. Действительно, там проблема существует. Сегодня, значит, задача Приморья оплатить стоимость проекта. И, значит, по капложениям Молдова Газ проводит среднее давление, проводит шкафные устройства для того, чтобы люди имели возможность провести газ. Особенно большая проблема там, где живут пожилые люди. Естественно, они самостоятельно не смогут провести этот газ. Поэтому я знаю, как этот вопрос решить и где находится ключ к решению этого вопроса. Поэтому надо не сидеть в Приморье, а ездить в Молдова Газ, изыскать с местного бюджета те средства на оплату проектов, и газ будет в ближайшее время. Спасибо. Кто еще желает задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руки. Да, конечно, секундочку. Я не вопрос задам, а я корректировку сделаю насчет площадки на БАМе. Я хочу сделать корректировку насчет площадки на БАМе. Значит, эту площадку поставили на БАМе по инициативе советников. Была инициатива советника, который предложил там почистить, была мусоросвалка, почистить это место и поставить там площадку игровую. Конечно же, все советники, 23 советника проголосовали за, чтобы поставить там эту игровую площадку. Вот. Спасибо. И обязались, между прочим, поддерживать в чистоте Спасибо. порядке там эту Я площадку. могу ответить? Да, конечно, вы можете ответить на этот вопрос. И просьба, выкрики из зала, они нежелательно. Поднимайте руку, я пойду с микрофоном. Хорошо? Секунду. Уважаемый советник, я ни в коем случае не хотел задеть ваше достоинство. Но я вас уверяю, поговорите со своими соседями. Вы услышите, значит, вы, как советник, или не общаетесь со своими соседями, или их просто не видите. Значит, я бы установил эту площадку в детском садике номер 5. Там 3 домика не работают, а оградить территорию, вот тогда родители были бы спокойны, что дети действительно внутри, на огороженной территории, могут играть, кататься и тому подобное. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Добрый день всем. Можно так? Значит, мне немножко типа такое оповещение, господин Есир. По вашей брошюре вы являетесь руководителем Приморья с 2011 года. Во время вашего управления вокруг села и в селе образовалась мусорные и строймусорные свалки, в том числе по вашей улице. Техника по улицам стоят на проезжей части дорог, что создают аварийную ситуацию в другом транспорте. В незаконных водоемах тонут люди, в том числе дети. За отсутствие светофора по улице Ленина происходят аварии со смертельными исходами, не говоря о тяжелых травмах. Имея пожарную службу в прямом подчинении Приморья, 2 дома сгорели, люди остались без крыши над головой. И можно продолжать список. В связи с вышесказанным, у меня вопрос. Считаете ли вы виновным в вышесказанного трагедиях? Если да, то почему вновь выдвигаетесь? Если нет, тогда кого вы винуете? Спасибо. Спасибо за вопрос. У вас будет 1 минута на то, чтобы ответить на этот вопрос. Кирилл Кирлович, этот водоем незаконно построен еще лет 20 назад. Сейчас, чтобы этот водоем ликвидировать, мы предпринимаем усилия. Надо прочистить канал. Местами мы уже прочистили.
куда должна вода уходить. Если мы спускаем воду с этого водозабора, то будем топить других. Просто меня интересует, где вы были 20 лет назад, когда незаконно его возводили, и сейчас перекладывают на кого-то. Если мы не будем соблюдать правила безопасности, тонут и в Москве, и в Нью-Йорке, в Штатах, везде, если не соблюдают правила безопасности. Но почему-то не мэр виноват в этом остается. Спасибо. Демьян Николаевич хочет что-то добавить по этому вопросу? Или мы идем дальше? Выкрики из зала не допускаются. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задать вопрос в микрофон. Поднимите руки, я подойду. Демьян Николаевич, пожалуйста. Уважаемые жители, значит, действительно проблема в селе существует. Все овраги, которые находятся на территории нашего села, значит, я в своей программе вам написал о том, что очистить все овраги, значит, сделать водоотвод для того, чтобы не топило наших жителей. Потому что пригласили меня на улицу Садовая, затопило все, машину. Слава Богу, что там было дерево посажено, и еле-еле машину чуть не унесло, дерево остановило машину. Поэтому над этой проблемой надо очень серьезно заняться и с экологическим фондом построить 2 отводных моста для того, чтобы могли переезжать возле, первая очередь, значит, почистить и снять эти трубы, которые находятся возле улицы Колхозной, очистить полностью эту канаву до улицы Октябрьской, и чтобы вода имела возможность уходить не в подвалы и в огороды людей, а чтобы она уходила в реку. Спасибо. Спасибо большое. Просьба для зрителей. И у вас есть 1 минута, чтобы задать вопрос. Поэтому старайтесь предисловию короче делать, чтобы у вас была возможность задать вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Наши кандидаты, здравствуйте. В первую очередь хочу сказать, что от того зависит ваш успех, как вы будете отвечать на наши вопросы. Если они будут неудобны для вас, можете не отвечать. Демьян Николаевич, первый вопрос вам. Вот вы состояли в Демпартии. Сегодня какие у вас отношения с Владом Плохотнюком? И, Михаил Иванович, вы всегда козируете о том, что везде свет горит у нас в Кангазе, что вы провели свет. На какие деньги, пожалуйста? Европейские или какие? Спасибо. Значит, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Значит, я беспартийный, во-первых. Влад Плохотнюк отвечает за себя, а Демьян Николаевич отвечает за себя. Это во-первых. Во-вторых, значит, моя партия – это Кангаз. Это люди, которые проживают на территории села Кангаза. И я, где бы я ни работал, на ком посту, и столько, начиная с 90-х годов, вы меня выдвигали на разные поста, я с достоинством и с честью представлял село Кангаз и наших жителей. Спасибо. Освещение в нашем селе, вот этот проект оптимизации освещения, 80% деньги это грант Европейского Союза, 20% вклад исполкома. Это включает до улицы 28 июня. Дальше мы то, что модернизировали, это за счет собственных средств и по программе освещенное село. И собственные средства. Дальше процентов 20 мы заставим. Спасибо, Демьян Николаевич, хотите дополнить? Я действительно очень рад, что село наше сегодня освещено. Но к моему стыду очень жаль, что Михаил Иванович забыл о том, что 600 тысяч лей было выделено. Стоянок Александром Дмитриевичем. Подождите. Давайте не перебивайте друг друга, у вас будет возможность ответить на вопрос. Значит, к сожалению, вы об этом забыли. 600 тысяч лей было выделено для освещения до улицы Горького. Это не ваша заслуга и не Константина Константиновича. Это был 14-й год перед выборами в парламент. Поэтому вы говорите то, что вы сделали. Другие заслуги не присваивайте. Спасибо. Еще один вопрос из зала. После этого мы продолжим лотерею. Будет у вас задано еще по одному вопросу из лотереи и продолжим из зала. Да-да, мы вернемся к вам еще. Еще будут вопросы.
Дорогие односельчане, сейчас очень модно вводить новые слова, которые иногда нам непонятны, правда? Вот в последнее время очень хороший, конечно, ввел обычай Михаил Иванович со своей командой, это встречать диаспоры. Ну, несмотря на то, что я русская, для меня тоже это было новое слово «диаспора». Заглянула в интернет, и там сказано, что такое диаспора. Это наши с вами земляки, которые, были вынуждены выехать за границу, не в пределах Молдовы, и обязательно делают что-то для своей малой земли, для своей родины. Обязательно что-то делают. Вот вопрос. Уже, по-моему, 3-е лето, да, вы встречаете диаспоры. Что они сделали для села? Если это были какие-то денежные вклады, то куда они пошли? Спасибо. Спасибо. День диаспоры мы проводим, да, действительно 3 раза уже, или 4-й. Первый раз было пробное такое. Это очень хорошее мероприятие. Мы его начинали проводить в рамках внедрения проекта по миграции и местному развитию. Мы прошли первый этап, именно по конкурсу прошли. После нас уже по другим критериям проходили примарии. И там тоже, к великому сожалению, тоже наши камгазские помогли нам, чтобы с этого проекта мы потеряли $75 000. А так наши земляки помогли аккумулировать 60 000 лей, мы на них закупили плитку тротуарную, она у нас есть, и собираемся его установить в зоне отдыха в микрорайоне Буджак. Спасибо. Спасибо. Демьян Николаевич, если вы хотите по этому вопросу что-то добавить? Не, я просто хочу пояснить для себя и, наверное, для зрителей. Наверное, у нас разное понимание, что такое диаспора. Вы, может быть, назовете это встречу с земляками. Диаспоры, я знаю, согласно законодательству, во всем мире, если наши жители села Кангас выехали в Соединенные Штаты Америки, в Российскую Федерацию, в Белоруссию, и наши гагаузы со всей Гагаузии создали общественную организацию и сделали диаспору. Но коль наши земляки находятся в Москве или за территорией Кишинева, то это никак не диаспора. Вы меня простите. Спасибо. Предлагаю кандидатам продолжить лотерею вопросов. И после этого мы вернемся опять к вопросам из зала. Выступать будете в том же порядке, как и изначально была жеребьевка. Первый зачитывает вопрос и отвечает на него Демьян Николаевич. Значит, я не знаю, кто составлял эти вопросы, но действительно чувствуется, что человек живет в Кангазе, он болеет за Кангаз. Как и было сказано, эти вопросы были выявлены в ходе дискуссии с жителями села Кангаз. Одной из главных проблем Кангазе является отсутствие канализации, из-за чего последние годы сильно поднялся уровень грунтовых вод. Во многих домохозяйствах подтоплены подвалы и наносится огромный вред окружающей среде и здоровью граждан. Каким образом вы видите решение данной проблемы, учитывая высокую стоимость строительства канализации? Уважаемые жители, значит, действительно это очень дорогое удовольствие. Но сегодня, значит, это одна из самых глобальных проблем села Кангаз. Сегодня практически 100% каждый житель Кангаза имеет возможность и получает 24 часа в сутки воду. У всех душевые, туалеты, стиральные машинки и тому подобное. Это действительно очень большая, приближается катастрофа. Потому что все средства, которые мы используем, они уходят в сливные наши ямы, и ожидается серьезная экологическая катастрофа. Я лично вижу так. Значит, очень плотно надо работать с экологическим фондом. Я об этом говорил и Михаилу Ивановичу эти 4 года, что приезжайте, будем говорить, будем добиваться и тому подобное. Значит, я вижу решение этой проблемы. Значит, все вы знаете, турецкая фабрика сделала, значит,
установила эти пакетные очистные сооружения. Невозможно с Буджака или с улицы Фитко или с БАМа тянуть на центральные канализационные сети. Это будет очень дорогостоящее удовольствие. Поэтому я вижу микрорайон БАМ, микрорайон Буджак, микрорайон Гагарина установить блочные очистные сооружения. Старое село, значит, тянуть и выводить на центральные очистные сооружения. Значит, я еще раз повторяюсь. Спасибо. Михаил Иванович, ваш вопрос, пожалуйста. Намерен ли будущий примар организовать общественный транспорт для граждан села, когда этот вопрос будет решен? С вопросом общественного транспорта и предыдущий совет занимался, и нынешний, тот, который еще не истек срок полномочий. Мы решали, определяли маршруты и все остальное. Был тендер проведен, выиграла камрадская фирма, но, к сожалению, они аргументировали тем, что дороги у нас плохие. Приходили другие экономические агенты, они в частном порядке согласны были организовать маршрут, но есть требования к пассажирским перевозкам, и очень сложно с частником этот вопрос решить. Я вижу решение этой проблемы только в том, чтобы взять в лизинг пока один автобус хотя бы. У нас не очень-то большие финансовые возможности примарии, но взять, чтобы обкатать маршрут и отдать частнику. Частнику легче будет обслуживать этот маршрут. Только так. Да. И эти 3 маршрута постепенно обкатывать и отдавать частнику. Спасибо. Если кандидаты хотят ответить, дополнить вопросы своего контркандидата, пожалуйста. Значит, я вижу эту проблему очень просто. Значит, примария должна закупить 5 автобусов. Значит, первый маршрут запустить. Район монтажный центр, второй маршрут БАМ центр, третий маршрут Буджак, начиная с Михаила Гази до центра, значит, Фитко и Гагарина, значит, центр. Мы сегодня обязаны обеспечить транспортом наших пожилых школьников и молодых родителей для того, чтобы они могли по утрам доставлять своих детей в школы, в детские сады, в больницу, в аптеку, и во все доступ имели к центру и к церкви в том числе. Поэтому я вижу, что примария обязана закупить 5 единиц транспорта и не ждать, пока какие-то организации откроют нам маршруты. Примария сегодня способна. Не прерываем друг друга. Так, просим кандидатов соблюдать правила, не прерывать друг друга. И, Михаил Иванович, если у вас есть желание дополнить ответ по поводу канализации, у вас также есть 1 минута. Если нет, тогда мы приступаем к другим вопросам. По канализации с экологическим фондом он рассмотрен и одобрен, и с агентством регионального развития то же самое. С агентством регионального развития Гагаузии мы тоже работаем по вопросу канализации. Но, к сожалению, суммы большие у нас, и их, я вижу, только надо аккумулировать финансовые средства из различных источников, в том числе и местный бюджет, и экономические агенты задействовать, внебюджетные средства, региональный, государственный бюджет, все. В первую очередь только центральная часть стоит 22 миллиона лей. Если не иметь 15 миллионов как минимум лей, то и даже и не надо начинать канализацию строить. А локальные – это не решение вопроса. Оттуда тоже эту воду надо отводить куда-то, из локальных очистных. Специалисты предложили на старом месте и очистные для всего села единые. Есть программа, которую продвигает Виталий Иванович Кирпчук, там региональная, чтобы Камрад, Кирсово, Бешалма, Кангас, Светлое объединить в одну единую сеть. Я тоже в этом не вижу серьезной перспективы, хотя и работаем мы в этой программе. Бешалма не собирается в ближайшее время, насколько я знаю, даже проектировать. Говорит, пока только дороги немного более-менее привели в порядок, дальше нам сейчас портить дороги. Спасибо. Мы опять возвращаемся к вопросам из зала. И следующий вопрос, пожалуйста. А мы до этого забыли. Вы тоже должны представиться, если у вас есть возможность. И задавайте вопрос. Добрый день, зал. Здравствуйте, кандидаты в примары. Значит, у меня, Михаил Иванович, вам пару вопросов. Первый вопрос.
Значит, по чьей вине не построена скорая помощь в селе Кангас? И почему? Второй вопрос. Значит, в вашей программе написано, что вы 250 тысяч истратили на пионерский лагерь, а по расходам свыше 300 тысяч. Разницу, пожалуйста, тоже ответьте где. Третий вопрос. Я как любитель рыболовства, пенсионер, хочу отдохнуть. Негде даже посидеть 2 часа отдохнуть. Приходит, выгоняет. Надо просто Кангаза. И четвертый, как любитель и был спортсменом, любитель спорта, в стадионе вроде бы сделал ремонт, но я там не вижу ремонта. Я не знаю, куда истратили такую сумму денег. Тоже надо отчитаться и скажите, пожалуйста, где эти деньги. Там, где стоял, слышу от футболистов, от спортсменов, что купили какой-то бойлер какой-то старый, течет, не сделанный. Даже непонятно. И где эти деньги, пожалуйста, ответьте. Спасибо, вопросов очень много. Наверное, предоставим вам 2 минуты, чтобы было возможно успеть ответить на это. По вопросу скорой мы рассматривали несколько вариантов. Были проектанты, был Демьян Николаевич, был я. Выезжали вместе, смотрели площадку, территория бывшая филиал гимназии номер 2. Это бывший детский садик номер 4. Они имеют свой типовой проект, они в эту площадку не вписывались. Второй вариант был строительная бригада. Они сказали, стройбригада, если вы предоставляете нам, мы со своим типовым проектом можем сразу же начинать строительство без особых проблем. Третий вариант был территория старой скорой, вот бывшая. Я понимаю Демьяна Николаевича, его проект был эта площадка. Площадка, к сожалению, мешала его убрать. Я тоже, если бы приложил бы к чему-то душу и сердце, жалко было бы, конечно, убирать площадку оттуда, и тоже не вписывается. Четвертый вариант – это старая скорая помощь, где по улице Ленина. Они туда тоже не вписываются. Предложили вариант при въезде в село с правой стороны. Мы пока бегали, оформляли участок, людей просили, можете спросить там соседей, одному надо было 1 сотку уступить, другому 2 сотки. Прошло время, пришли проектанты, посмотрели, они отказались от этого участка, время ушло. Окончательный вариант был территория старой скорой помощи. Мы с горем, не то чтобы с горем, но мы снесли это здание, потратились, но проектанты, к сожалению, уже время ушло, они не пришли, хотя можно было и зимой строить, у нас зима была не такая уж суровая. Это насчет скорой. Насчет бассейна, пожалуйста, можете проверить уже, сколько проверок было у меня, и заказные, и плановые. Идите проверьте в бухгалтерии, есть все цифры. Дальше, что еще? Насчет стадиона, я не знаю, какой старый бойлер или где там Дмитрий Васильевич занимался, у кого он покупал этот бойлер, я даже не знаю, но разберемся с бойлером, если надо было. Насчет рыбалки. Рыбалка, озеро Кангасское в аренде находится. Арендаторы, к сожалению, я не знаю, сколько они вкладывают в это дело, но мне кажется, что они ничего не вложили, но собирают только дань с людей. Должны, раз они арендуют это озеро, там оно в собственности Апелли Молдовии, чтобы создали условия тогда для людей. Они же у них деньги берут за то, что они приходят на рыбалку. Спасибо. Демьян Николаевич, если хотите дополнить по этим вопросам, пожалуйста. Значит, мне очень приятно, что Михаил Иванович вспомнил о том, что Демьян Николаевич вложил душу в площадку возле скорой помощи. Это одна из первых площадок ГУЗИ, которая была установлена именно в Кангазе. За 8 лет были сняты сторожа, идите посмотрите, во что превратилась эта площадка. У меня действительно болит душа за вашу бесхозяйственность. И у меня также очень болит душа за вот это здание, в которое я вложил душу, и не только сюда. Значит, Михаил Иванович, как можно было залить библиотеку, а? За 2 недели до выборов вы начали переговоры. Напоминаем правила, давайте не без обвинений и без переходов на личность. И очень просим кандидатов соблюдать эти правила. Да, обвинений нет. Это факты. 2-й этаж полностью залили от самой. Дом культуры.
Завтра лепка рухнет, и что будем делать? Есть директор дома. Секундочку, давайте не вводим в полемику. Были заданы вопросы из зала. Пожалуйста, отвечайте на этот вопрос более конкретно. Значит, во-первых, что касается скорой помощи. Значит, вы знаете, что в прошлом году было сделано по Гагаузии очень много капитальных ремонтов по всем практически. Камрад, Чедрлунгат, Тамай, Баурчи, Казаклю недавно открыли, Вулканештах. Я приехал с делегацией, с руководством республиканской скорой помощи. Позвонил Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович нас встретил при мэрии, познакомили, объяснил, что люди приехали, готовы помочь и вложить 7 миллионов лей для строительства новой скорой помощи, потому что наша сегодня скорая помощь находится в аварийном состоянии. И, к сожалению, по халатности 7 миллионов лей сгорели, пока землю передали, пока мы определялись, я собирал и советников, просил, убеждал, звонил Михаилу Ивановичу, он подтвердит, не давал ему покоя, но, к сожалению, мы эти деньги потеряли. Кто мешал совету принять решение по стройбригаде? Михаил Никто не Иванович, мешал. Михаил Иванович, у вас была 1 минута ответить на этот вопрос, вы ответили. К сожалению, в последнем вашем слове, которое будет предоставлено 1 минута, вы сможете высказаться и по этому вопросу дополнительно. Спасибо. Тем временем поступает из зала несколько вопросов в письменной форме. Вы пока ознакомливаетесь с ними. Еще один вопрос из зала мы микрофон поднесем, и после этого вы ответите на письменные вопросы. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Кто занят? Хочу сказать, что я несколько лет назад привел в Кангазы крупного инвестора, благодаря которому была закуплена спецмашина для инвалидов, благодаря которому была скважина на БАМе сделана, и планировалось, Михаил Иванович, у меня вопрос к вам. Михаил Иванович, вопрос к вам. И планировали, что весь БАМ будет сделана разводка. Спонсор готов был заплатить деньги, но у меня вопрос, почему остановился этот проект и почему, дайте мне ответ, почему Примария не смогла реализовать этот проект. Что за разводка? Разводку со скважины, которая на БАМе, воду должны были дать во все дома. Об этом было объявлено на открытии, и об этом было договорено с спонсором, и потом этот проект из-за Примарии не реализовался. Ответьте, пожалуйста, почему. Как не реализован? Вода из этой скважины идет в наши дома. И этого инвестора, вы то, что на машине с Кишинева привезли, мы заправили вашу машину. Вон Мария Николаевна, был советник Кепчу, примар Тепис, они ездили в Турцию, заключали договор, там вы сейчас приписываете себе эти заслуги почему-то. Эта вода поступает во все дома наших граждан. Она интегрирована в нашу систему водоснабжения. Спасибо. Ответили, да? Демьян Николаевич хочет что-то дополнить по этому вопросу, если нет. Вопрос. Давайте вы придержите вопрос. Сейчас по одному вопросу, который в письменной форме поступили из зала, кандидаты зачитают и ответят на него. Демьян Николаевич, пожалуйста, один из вопросов, который вам был передан, пожалуйста, зачитайте и ответьте. Ну тут вопрос касается обоих кандидатов, и меня, и Михаила Ивановича. Уважаемый Демьян Николаевич и Михаил Иванович, в своих предвыборных платформах вы ставите перед собой высокую цель и разного рода задачи в сфере образования, агропромышленности, в ином секторе здравоохранения, градостроительства и другие. Для их реализации потребуется время и огромные финансовые средства. Вопросы. За какой период вы намерены осуществить эти задачи? Вы считаете это возможно реализовать эти проекты с собственным финансированием, финансовыми ресурсами, то есть бюджетом Кангаза, или намерены привлечь инвестиции со стороны? Уважаемые избиратели, я действительно взял на себя большую ответственность. И те люди, которые получили мою программу, и сегодня то, что вы увидели на экране, я пошел
осознанно на этот шаг. Если я вначале подчеркивал о том, что все наши кандидаты, они написали свои программы, что они будут делать, я вам показываю, как это будет выглядеть завтра. То есть, учитывая мой опыт, мои знания и ту школу, которую я сегодня прошел, значит, однозначно бюджет Примарии не сможет решить эти вопросы. Но согласно тому, что у нас сегодня в Республике Молдова есть очень много источников финансирования, это фонды, значит, Примар сегодня должен работать с фондами. Примария должна быть группа лиц, которая будет привлекать инвестиции. Не просто получать заработную плату. Значит, берем пример Алдармо. У них есть, значит, группа молодых людей, которые в год привлекают более 10 миллионов рублей. Поэтому у меня есть такие ребята, образованные, подготовленные, и плюс мой опыт, мои связи. Спасибо. Все эти вопросы мы решим. Спасибо. Минута истекла, к сожалению, мы вынуждены прервать. Михаил Иванович, если вы хотите, точнее, этот вопрос был адресован также и вам. Если вы хотите на него ответить, пожалуйста. Есть, ну, слишком много. Есть, мы работаем тоже с фондами, и привлекали фондовые. Мы только базу нашего муниципального предприятия обновили за 5 лет на 7 миллионов рублей техника. Тоже работаем, потому что от этого зависит 50% работы Примара и благоустройства нашего села. Организован сбор и вывоз бытовых отходов. Надо добить, чтобы у всех были контракты. Это уже вторая проблема. Но у нас техническая возможность есть. Она организована, мы работаем в этом плане. Читать вопрос? Да, зачитывайте вопрос и отвечайте на него. Уважаемые кандидаты Демьян Николаевич и Михаил Иванович, очень радует тот факт, что вы видите многие проблемы нашего села, и односельчане готовы приложить свои усилия для их решения. К примеру, строительство новых объектов, ремонт дорог, школьных, дошкольных учреждений, благоустройство улиц и так далее. Хочу спросить, какие трудовые ресурсы вы намерены привлекать для этих работ? Также предоставить работу строительным бригадам и специалистам с других регионов, или же все-таки поддерживать наших односельчан, строителей, и им предоставить эту работу. Думаю, что у нас в селе достаточно специалистов и строительных бригад, готовых работать здесь, чем уезжать на заработки за границу. Как вы видите это решение проблем? Там, где суммы небольшие, мы всегда работаем, наши кангасские ребята открывают себе патент и делают. Там, где суммы большие, есть закон о государственных закупках, мы объявляем тендер. И в тендере участвует тот, который выиграет. Мы всегда начинаем от самой низкой цены. Если мы низкую цену отклонили, он должен быть аргументированный. И это потом открывается подсчет для работы правоохранительных органов. Я не стал бы рисковать. По крайней мере, была и прокурорская проверка госзакупок, была и счетная палата, и управление финансового инспектирования. В этом отношении мы проблем не имели, и я не собираюсь создавать проблемы. Наши кангасские должны, сейчас даже не обязательно фирму иметь, надо иметь аттестованного специалиста, начальника стройки, и можно работать. Спасибо. Все участвуют, предлагают, но они должны и по цене в этот сегмент входить. И, конечно же, качество работы тоже. Спасибо. Демьян Николаевич, если хотите дополнить этот вопрос? Нет. Тогда следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и сам вопрос. Здравствуйте, меня зовут Николай. У меня такой вопрос. Почему у нас Кангас пока положением почти в последнем месте по Гагаузии? Вопрос, наверное, обоим кандидатам. Изначально принимали, когда закон о капинвестициях в Гагаузии, были внедрены там несколько коэффициентов. Были у меня в кабинете, мы сидели с депутатом Народного собрания, был, по-моему, Петр Павлович. Я доказывал, убеждал, что мне этот закон в том виде, каком они принимают, он дискриминационный для Кангаза.
я предлагал другой вариант. Есть общемировая практика на душу населения делится, и там можно уже оставлять резерв 10-15% для того, чтобы в малых селах внедрять какие-то проекты. Но как приняли тот закон, я с ним... Вот сегодня мы имеем 297 лей на человека, Карвалей имеет 797. Меньше нас имеет только Чадарунга и Вулканешт. Спасибо. Но надо, чтобы этот закон пересмотрели Народное собрание. Спасибо. Демьян Николаевич, если хотите дополнить этот вопрос, ответ точнее. Уважаемые односельчане, значит, 30 июня у нас были выборы Башкана. И мы все получили, значит, отчет Ирины Федоровны Влах за проделанную работу за 4 года. То есть кап вложения. Значит, на первом месте Камрад 197 с копейками миллионов, на втором месте Чадарунга 100 миллионов и так далее. Значит, Кангасчик в 11 раз меньше нас, у них 14 миллионов. Кангас освоено по кап вложениям 13 миллионов 60 тысяч лей. Кангас находится на 15 месте. Там 4 миллиона забыли. Я взял, извините, это факт. Михаил Иванович, не прерывать. Значит, Кангас находится на 15 месте согласно отчета Башкана. Значит, я разделил эти цифры, и мы на 26 месте из 26 населенных пунктов на душу населения 1174 лея 36 баль. Вот так мы хотим жить? Или мы этого заслуживаем, ребят? Спасибо. Поступил вопрос из зала. Будет ли построена социальная баня и будут ли построены пандусы к церкви и к Дому культуры? Пандус в Доме культуры будет. В Доме культуры, если вы заметили, начался ремонт кровли. Этот проект есть, он в проекте реконструкции строительства пандуса в церкви. Больше, конечно, священникам вопрос, но мы выйдем и к ним, чтобы был пандус у них тоже удобный для людей с ограниченными возможностями. Но в Доме культуры он будет. И социальная баня. Социальную баню, если мы сегодня не сможем изыскать эти средства, чтобы сами построить социальную баню. Но есть закон, который предусматривает те, которые имеют бани, сауны, чтобы они имели для социально уязвимых слоев населения душевые. Их надо заставить решением совета, чтобы наши экономические агенты, которые имеют, чтобы сделали. Спасибо, потому что это важно для пожилых людей. Спасибо. Спасибо. Демьян Николаевич, если хотите дополнить ответом на этот вопрос? Нет. Хорошо. Следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос. Жежов Дмитрий. Pahalı seçiciler. Hocam söyleyeyim. İsteyim sorma belki soruş bizim kandidatlara kim adı burada çok kişiler. Ben bir isteyim sorma biz adıyız güzel öyle рисовать для Бога относительно Демьян Николаевич size. Значит, конкретный вопрос. Öyle güzel картинкалар, ben düşünüyorum плохотную da paralı etmeyecek yapmanlar. Это раз. Значит, это первое. İkinci вопрос. Köyde biz valideyiz öyle yüksek kişiler için ama bir hala 30. Soyuz'da aldı satıldı her bir parça bir trofa yer satıldı bir hala yok köy içinde. Наши biz valideyiz yapacağız bilmem insan köyde kalmadı. Bakın sağda kaç kişi oturuyor. Bu adı demez 100 граждан. Вопрос. Nasıl varınca o işleri yapmanı siz söylesiniz. Nasıl varınca kulün birini anlatma, ne kadar varınca anlatma, ne kadar varınca insanı bölüme alma. Bana soruyorlar, bir soruyorlar, bana satıldı, bana vardı köyde. Bana köyde vardı. Спасибо. Было два вопроса касаемо туалета общественного и второй вопрос, то, что баня была уже продана. Пожалуйста. К моему большому стыду, я не хотел об этом говорить, но неужели за 8 лет
Примария не нашла 6 квадратных метров в центре для того, чтобы сделать общественный туалет. Это во-первых. Во-вторых, все люди, которые проезжают из севера, и с юга мимо Кангаза, они нас просто проклинают. Второй вопрос. Уважаемый Дмитрий Васильевич, ты очень красиво задал вопрос. Во-первых, то здание, которое сегодня приобрела Примария, я найду средства и докажу тебе, что оно будет лялечкой, как на картинке. Это во-первых. И во-вторых, я бы не хотел бы касаться твоей хозяйской деятельности, которую ты вел, когда был личным. Пожалуйста, не переходим на личности. Поэтому ты не трогай Соблюдай правила. одного, другого, третьего, четвертого. Но если у тебя есть какие-то личные вопросы ко мне, подойди, мы с тобой пообщаемся. Спасибо. Михаил Иванович, хотите дополнить этот вопрос? Я дополню вопрос. То, что я в своей программе написал, реально с учетом наших возможностей местного бюджета, регионального, есть среднесрочные прогнозы экономические, и с их учетом я в своей программе то, что дал, они реальные и выполнимые. Относительно того общественного туалета, я вам скажу, что мы взяли, начали строить такой туалет при въезде в Золотой Павлин с левой стороны. Сразу приехала стройинспекция, экология, все запретили. Давайте раз запрещать, пошли искать место, где они разрешат нам строить. Нигде мы не смогли найти ни 4 квадратных метров, чтобы под общественный туалет. Тогда мы пошли, наши советники поддержали, они сами, господин Ковриков, возьмите, вот там вы имеете площадь, постройте. Он взял, построил. К сожалению, я минут 20 ждал, наша пожарная выехала в Светлое, проходят мимо этого туалета платного, который имеется на территории рынка, и идут территория бывшей котельной. Спасибо. На следующий день я сказал, берите металл и закройте. Закрыли, сейчас они вокруг ходят. Просто не хотят с 1,5 лет. Спасибо. Минута прошла, еще будет возможность вас дополнить. Следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и вопрос. Максим Михайлович, вопрос такой. Почему-то всем дали зарплату, а Дом культуры шиш. Что мы не культработники, значит ничего не делаем, а кто получает, а мы нет. Вопрос этот хотели узнать. Мы директора спрашивали, директор ничего не знает. В этом году, в конце прошлого года была увеличена. Мы, к сожалению, не стали повышать наши местные ставки и сборы, чтобы наши экономические агенты тоже смогли нормально работать, потому что излишнее давление тоже вызывает обратный эффект, можно потерять еще больше. Но, к сожалению, правительство не успевает выполнять свои обязательства перед нами. Не обязались, они компенсируют вот эти повышения заработных плат. И те, которые у нас на местных доходах, они прошлый месяц не получили заработную плату. Но она была выплачена. Спасибо. Следующий вопрос из зала, если Демьян Николаевич не хочет что-то добавить. Следующий вопрос из зала, пожалуйста. Ставьтесь и вопрос. Николай Федорович Меньков. Ben söyleyeyim Mikhail Ivановича. Bu skoda граждане. Da sen abişet ettin hani yok yani bize bir mezarlık yapma lazım satın ama senin şimdi programından da gene var hani gene alacaksın satın. Niçin narot veriyor da almıyorsunuz. Ben gittim 7 günü Serseve'de. Geldim senin haberinde sen yoktun. Geldim Zamestit'inle. Zamestit'inle derim tevdi alın benden 21 sokakta yapın mezarlık. O der bana, o da lan deveri. Sinek şu duruyor o zaman o stolda valla. Николай Федорович, вы 10 лет назад мне надо было сперва задать этот вопрос, или 50 лет назад еще лучше, но я вам отвечаю, земля должна быть публичной собственностью, после этого будет только можно проектировать там и размещать кладбище. Но аккумулировать сотку-две там, тут 5 или там 10, их надо в одном месте аккумулировать это все. Не так просто. Вам так кажется, что вы подарили все это, влезешь, лет 10 это будет продолжаться. Надо только применить процедуру экспроприации, забрать
те, которые не хотят сделать, а им компенсируют землю равнозначную. По бонитету не будут уступать по площади, не можете больше дать. Пожалуйста, без выкрика, без зала. Сельский совет, то, что имел резервные земли, к сожалению, они в аренде на долгие годы, и там многолетние насаждения, нельзя их сейчас. Спасибо за вопрос. У нас есть следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и задавайте. Раням Георгиевич, вот такой вопрос. Очень приятно, что сегодня вернулся летний кинотеатр опять в Приморье. И было решением советников, что там уже 3 месяца назад примерно, что будет там музыкальная школа. Уже, я не знаю, наши дети сегодня в разных уголках там течет, где капает, стараются везде вести это. Есть еще 2 педагога, приезжают сюда. У нас сегодня в музыкальной школе столько людей желающих. И я хотел бы вопрос. На каком стадии сейчас вот это строительство? Есть ли проект уже? Потому что в первые же дни потребовали проект, и даже Ирина Федоровна Вах обещала, что поддержит даже деньгами, но проект нужен. И вот это один из вопросов. И второй, здесь прозвучало насчет Дома культуры. Да, сейчас повышенная зарплата до прошлого года. Не было его почти месяц. Я знаю, советники решили где-то 1,5 года назад, что 25 тысяч лей, типа 13 зарплаты. Решение было, люди денег увидели. Где кому насчет 13 зарплаты? Спасибо. 1 минута у вас есть, чтобы ответить на вопрос. Здесь 2 вопроса было, 2 минуты. Здание бывшего летнего кинотеатра, мы его купили, оформили в собственность Приморьи. Но в середине бюджетного года изыскать большие средства для ремонта зданий, когда все у вас запланировано, и мы имеем еще и немного финансовых средств на благоустройство, я их придерживал, чтобы, если государство не сможет исполнить свои обязательства, чтобы людям в конце года зарплату по-любому выплатить, пускай будет это с наших доходов, а потом уже, чтобы государство компенсировало. Но средства мы изыщем для летнего кинотеатра, для ремонта. А насчет какой-то 13 зарплаты, я что-то не слыхал. Каким учителям, я не знаю даже. Тем более учителям мы зарплату не платим. Спасибо. Да. Вопрос уже был задан. Я такого решения не видел, по крайней мере. Спасибо. Демьян Николаевич, если вы хотите дополнить этот вопрос, ответ. Во-первых, я вижу очень простое решение данного вопроса. Значит, здание было приобретено очень хорошо, что Приморье нашла средства и купила это здание и вернула в Приморье села Кангас. Значит, туда необходима смета, сколько будет стоить капитальный ремонт этого здания. То есть, я в своей программе указал, я вижу музыкальную школу и художественную школу. Значит, есть у нас специалисты в Кангазе, даже Николай Георгиевич Полик, который всю жизнь занимается сметами, не надо платить огромных денег за эти проекты. Сегодня есть специалист, обратиться, принять его на работу, и он будет делать четко все сметы, которые будут обходиться в заработную плату этого специалиста. И взять и сделать капитальный ремонт, и в ближайшее время, чтобы эти дети могли в нормальных учебных классах проводить свои занятия. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и озвучьте вопрос. Добрый день. У меня такой вопрос к обоим кандидатам. Меня зовут Илья Есир, работаю тренером. Меня волнует очень такой вопрос больной. Как вы относитесь к тому, что и как вы собираетесь поощрять наших спортсменов, которые выезжают за границей и привозят нам многочисленные результаты с европейских мировых соревнований? То есть мы, как знаем, мы не Россия, не Украина, мы Молдавия, мы не такая огромная страна, но несмотря на это, я думаю, что местные
имеется в виду местным властям, это вот сейчас как раз конкретный вопрос. Как вы на это будете смотреть и как вы будете поощрять этих детей, потому что они, в принципе, уже не дети, они уже взрослые, по 20 лет, и должны строить свою жизнь дальше. Спасибо. Спасибо, очень важный вопрос обоим кандидатам. У вас есть по 1 минуте. По решениям Совета мы им постоянно выделяли и на поездки за границей, и на то, чтобы их стимулировать материально. Возможности, да, может быть, наши очень скромные, но у нас не только спортсмены есть, у нас есть ребята хорошо танцуют, у нас есть призеры Олимпиад и по Молдове, и которые в СНГ поехали, и по математике, по физике, всех надо поощрять, не только спортсменов. Все должны быть заслуженно награждены. Спасибо, Илья Васильевич, за вопрос. Значит, вы все знаете, что в молодости я очень серьезно занимался спортом. Был мастером спорта СССР, заслуженный тренер Республики Молдова. Значит, мы в селе Кангас учредили благотворительный фонд. Это лица, которые действительно наши жители, бизнесмены, активисты, которые любят наш Кангас. И с большим удовольствием участвуем во всех программах, которые сегодня проводятся в селе Кангас. Это особенно касается спорта. Конечно, наших талантливых молодых ребят, если мы с вами не поддержим, то, естественно, мы их просто потеряем как спортсменов. Должна быть поддержка и из праймарии, и с различных источников, для того, чтобы они получали стабильные премии. Правильно Михаил Иванович сказал, что у нас и в других областях есть прекрасные дети и прекрасная молодежь. Поэтому этот фонд будет заниматься и поддержкой таких детей, которые у нас есть, и мы гордимся ими. Спасибо, минута истекла. Сейчас по одному вопросу кандидаты зачитают из тех, которые поступили из зала, и мы опять вернемся к вопросам из зала. К устным вопросам. Сколько времени полиция будет занимать площадь в Доме культуры? Полицейские обратились, они тоже претендуют на это здание летнего кинотеатра, но помещение. Я, конечно, не сторонник, чтобы вместе были художественная школа и полиция. Для полиции лучше, конечно же, предоставить отдельно стоящее здание, но, к сожалению, их у нас нету, этих зданий. Мы им предлагали бывшее здание аптеки на территории больницы, но тоже очень неудобное для них это место. Надо изыскать возможности где-то в другом месте предоставить. Спасибо, Демьян Николаевич. Значит, я бы решил бы эту проблему. Значит, по улице Октябрьской, бывший колхозный садик номер 4, там достаточно площадей. Здание просто из-за того, что дети не занимаются, передать им. И не надо пугать людей в центре. Предлагали очень далеко от центра. Спасибо. Ничего страшного. У них у всех есть служебные машины. Дают им бензин, дают. Они пускай занимаются проблемами села. Спасибо. Они ищут теплое местечко в центре. Хорошо. Демьян Николаевич, зачитайте, пожалуйста, один из вопросов, который вам поступил. Так, Демьян Николаевич, озвучьте деньги от какого источника финансирования. Вы имеете в виду на все эти проекты, которые я готов? Наверное. Значит, я могу повторить еще раз. Значит, в Республике Молдова очень много, значит, небюджетных организаций, посольства, значит, экологический фонд, международные различные фонды, которые готовы сегодня сотрудничать с местными публичными управлениями. Поэтому примария и работники примарии должны работать с фондами для того, чтобы привлекать инвестиции, находить инвесторов и превратить наше село в действительно достойное, прекрасное гагаузское село. Мы этого заслуживаем. Спасибо. Уважаемые зрители, поднимайте руки активнее, чтобы я вас замечал. Следующий вопрос из зала уже идет по второму кругу. Нашат Маневарова. Pahalı dostlar, pahalı kandidatlar,
Стремимся, значит, берешь суармастами, görüşme, лайтна, они бедалга, значит, они хозяйственную деятельность. Но ben isteyim söyleme bir size ikinize de. Güçtürüm bağ nerede bir sağlam geç yaptınız köye kendi paranızla. Bir sağlam geç yaptınız. Ben yaptığım летние бытовые, ну, это другой вопрос. Ben isteyim söyleme bir вопрос. Готовы ли вы, Русчесули, брат, Чокинцева, готовы ли вы сложить в себя полномочия через год, то, что вы обещали сделать за год, готовы ли вы в себя сложить в случае, не дай Бог, выборов вас в примар? Вы готовы с себя снять полномочия или уйти? Так вы ко мне обращаетесь, или вы обращаетесь к обоим? К обоим кандидатам, наверное, вопрос. Спасибо. Я вас услышал, Дмитрий Васильевич. Значит, во-первых, я не сложу свои полномочия только потому, что я иду работать. И буду работать, как до сих пор. Спасибо. Михаил Иванович, вы задали вопрос. Я тоже ответил на ваш вопрос, Дмитрий Васильевич. На вопрос был ответ. Да. Может, в этом году что-то не получается у тебя в одном направлении, решаешь другую проблему, а эта проблема решается на следующий год. Это работа не такая, как вы себе представляете, Дмитрий Васильевич. Там есть много нюансов. Даже часто имея деньги не можешь делать, потому что есть регламент, есть законы, рамки какие-то. Спасибо. Следующий вопрос. Михаил Иванович, вот такой вопрос. Здесь сейчас много разговоров идет насчет этих резервных фонда нашей земли, Кангаза. Мы знаем, что резервный фонд можно выдавать в аренду на 2 года. Они были выданы незаконно на определенный, там, до 30 лет. Какие проблемы их выкорчевать и дать тем молодым людям, которые хотят заниматься землей на 2 года, более закон не разрешает? Спасибо. То, что принято было, сейчас уже поздно размахивать и кричать уже «караул». К сожалению, там многолетние насаждения. Выкорчевка многолетних насаждений. Они должны окупить себя, люди вложили. Другое дело, что они должны вовремя и в полном объеме платить за аренду земель и земельные налоги. Но, к сожалению, время упущено. Если есть какой-то механизм другой, я пока этого механизма не вижу. Законного механизма. А заниматься бандитскими методами, ну это не в моих правилах. Сразу становишься сам тоже автоматически бандитом. Ну, будем вести переговоры, чтобы... Спасибо. Вопрос был уже задан. Простите, но вопрос был задан и не допускаются выкрики из зала. Девян Николаевич, хотите дополнить ответ? Нет. Пока не вижу рук из зала, да, я сейчас к вам подойду. Еще по одному вопросу кандидата можете зачитать из тех вопросов, которые к вам поступили. Есть какие-то вопросы на салах не отвеченные? Нет. Хорошо, тогда вопрос из зала. Секунду. Хорошо. Вопрос Михаил Иванович. Петр Георгиевич Ямаков. Михаил Иванович, вы вот в своей предвыборной пишете там, что спорткомплекс потрачено более 3 миллионов. Согласен, деньги огромные. Но вот беда в одном. Во время дождя там тренировок проводить нельзя. Крыша подтекает. В летнее время. Зимой, соответственно, меньше, как начинает таять снег. От тепла она не тает, поскольку зимнее время тренировки проводить тоже опасно, если честно. Потому что в помещении нет желаемой температуры. Планируете ли вы продолжить там работу? Спасибо. Насчет отопления, весной там установлены фан-койлы, 4 штуки, которые именно предназначены для объемных помещений. И я думаю, что температура более комфортно повысится. А насчет того, что крыша течет, там крыша не ремонтируется, там крыши нет, это консервная банка, вот жестянка и все. Если где-то есть протечка, есть там завоз,
Ну, должен посмотреть, может, где-то или гости, или где-то с чем-то зацепили. Надо посмотреть. Там же есть и полный комплект штата у вас. Туда примарный должен лезть на вашу крышу и смотреть, почему оттуда протекает. Спасибо. Демьян Николаевич, хотите дополнить? Да, конечно. Поднимайте руки, я подойду, будете задавать вопрос. Хорошо? Потому что я точно цифру не знаю, но если потрачено на этот комплекс, если потрачено при мэрии 3 миллиона лей на этот комплекс, я думаю, что сегодня, вот мы с вами были на открытии международного турнира, в пятницу был дождь, ковры плавали в воде. Очень скромно сказал Петр Георгиевич о том, что подтекает крыша. Там просто ковры в воде. Значит, я не знаю, кто это строительная организация и за что вы им заплатили вообще эти деньги. Это просто преступление. Без квалификации, без обвинений, пожалуйста. Я не в адрес Михаила Ивановича. Все равно, здесь звучат в адрес обвинения. строителей. Значит, как они могли взять такие большие деньги, и, значит, крыша течет, установили окна текут, значит, сквозняк, как будто это самое, там ничего не делают. За эти деньги они могли новое здание построить. 2 миллиона 700 тысяч это деньги с регионального бюджета по региональной программе. Заказчиками было управление строительства. А остальное то, что не было в смете предусмотрено, покрытие Федерация футбола дала и благоустройство территории мы занимались. Но в смете ремонт кровли не был заложен. Кровли там, как таковая, я же говорю, там жестяная банка. Просто-напросто надо проверить, есть же там у них весь штат, есть у них и завхоз, есть у них пару рабочих, пускай проверят, откуда это... Спасибо. Михаил Иванович, мы превращаем это в полемику. Михаил Иванович, я ни в коем случае на вас не наговариваю. Значит, я говорю факты. Сегодня нам придется потратить еще 1 миллион лей для того, чтобы сделать крышу. Спасибо. На вопрос был отвечен. Следующий вопрос из зала, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Валентина Ивановна. Я много сил потратила на то, чтобы мы создали дневной центр «Лучик солнца». И когда дело коснулось того, что дети становятся взрослыми, и им нужно посещать школу, стал вопрос о том, что школа, вспомогательный интернат закрывается. Мы били, какие только двери не били, чтобы эта школа не закрывалась. И когда я увидела в вашей программе, Демьян Николаевич, что вы сможете это дело остановить и возобновить работу этого учреждения, у меня такой вопрос: каким образом вы сможете это сделать и как быстро это можно сделать? Я прошу прощения, это, наверное, ваш вопрос, да? Потому что вот здесь вот такой вопрос был, который касается вспомогательной школы. Значит, вы знаете, что буквально недавно было избрано новое руководство вспомогательной школе. Значит, мы неоднократно ездили в министерство, я вплотную занимаюсь и занимался этими вопросами. Значит, мои видения, значит, учитывая то, что у нас в детских садах и в образовательных, и в общеобразовательных школах есть дети, значит, мы должны сделать, перепрофилировать это учебное заведение, сделать школу, детский сад и ничего не выдумывать, открывать на базе какого-то детского сада инклюзивную группу, когда у нас в школе, вспомогательной школе прекрасные специалисты со стажем 40, 50 и 35 лет. Мы же с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, у нас есть такие дети. И к этим детям нужен особый подход. С ними должны заниматься специалисты. Это люди большого сердца, которые действительно дают им путевку. Спасибо. 1 минута истекла. Михаил Иванович, у вас есть 1 минута. Проблема школы-интернат, она уже стала достоянием для всех. Мы недавно ответ с парламента получили, они по-любому его адресуют Министерство образования, исследований и науки. Через них будут это все идти. Я по просьбе руководителя, были мы с Башканом в этой школе, по-любому школа не закроется, будет какое-то переформатирование.
Есть там более узкие специалисты Министерства образования, которые именно больше этой проблемой занимаются. Но школа не закроется однозначно. Об этом и депутат парламента говорил, об этом и заместитель Башкана, которая занимается социальными вопросами, говорила. Но вариант решения, он где-то на подходе уже. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Карасини Гаврил. Я бывший работник дневного центра «Лучик солнца». У меня такой вопрос к вам, Михаил Иванович. С момента основания дневного центра «Лучик солнца» было выделено в год бюджет в размере 98 тысяч леев. Потом, благодаря Демьяну Николаевичу и Министерству финансов, было выделено 1 300 000. В эти деньги входило в программу сделать пищеблок еще 4 года назад. Почему до сих пор ничего не сделали? Почему забрали обратно 700 000 леев? По какой причине? 700 000 леев никто обратно не забрал. Эти деньги идут опять в Кангаз. Мы 2 года подряд не дадут собрать советники. Мы решением совета эти деньги перераспределяли по нашим детским садам. Деньги, то, что выделяется на питание, пока нет пищеблока в ресурсном центре, они их целевые, вы их не можете потратить на другие цели. Это все было согласовано с управлением финансов Грузии. И на последний год управление финансов взяло на себя эту смелость и перераспределили по детским садам эти финансовые средства. Они в Кангаз поступают в виде трансфертов в наши детские сады. Демьян Николаевич, хотите дополнить? Да. Действительно, я принимал активное участие в том, чтобы увеличить бюджет с 98 тысяч на 1 300 000. Значит, к сожалению, у нас есть более 48 детей, которые сегодня нуждаются. И я хочу, и в программе у меня написано, что этот центр должен работать 5 дней в неделю. То есть есть специализированный автомобиль, он должен подъехать, забрать, привезти. Мы с вами, примария, обязаны построить для этих детей, значит, столовую и, естественно, дать возможность, чтобы эти родители могли привезти этих детей на целый день для того, чтобы вечером их в 3 или полчетвертого могли отвезти домой, чтобы они могли заниматься собственными личными какими-то делами, потому что эти семьи привязаны к этим детям. Я вот был недавно на День учителя «Лучики солнца». Действительно, те люди, которые там работают, они вкладывают свою душу. Спасибо. Спасибо, минута истекла. И следующий вопрос из зала. Представьтесь и ваш вопрос. Меня зовут Михаил Кулиш. Я хотел бы такой вопрос задать, уважаемым кандидатам в примары. Так хочется работать. Интересно, где у нас можно найти? Вроде голова работает, руки работают. Ну, так случилось, что ноги не работают. Вообще можно? Вот если бы у меня ноги доработали, вот я тоже мог на заработок ехать. А так на пенсион прожить это нереально. Вообще есть какие-то условия куда-то определиться на работу? Ну, хочется работать, не лежать дома чисто на кровати, смотреть телевизор или в потолок. Для людей с ограниченными возможностями найдете пару рабочих мест? Спасибо, очень важный вопрос. Господа кандидаты. Для них надо создать сперва условия, доступность наших зданий. Раньше этих требований не было. Сейчас, по мере возможности, как мы ремонтируем здание, мы делаем пандусы, чтобы человек мог войти в это здание. Вы, если не можете в это здание войти, вы не сможете там работать. Надо сперва условия создать, а потом уже и рабочие места. Конечно же, это дело поощряется и государством, это и дело богоугодное, над этим делом будем заниматься. Михаил Иванович, очень приятно, что вы задали этот вопрос. И я считаю, что без лишней полемики мы обязаны это сделать. Самое главное, что у вас есть сегодня желание работать, а работу мы вам найдем. Сейчас уточнение к этому вопросу.
Спасибо, Дмитрий Николаевич. Я просто не хочу даже до такого времени, когда надо будет сидеть с протянутой рукой. Я хочу работать. Спасибо. Я это приветствую. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Представьтесь. Меня зовут Улун Данил. Я просто, многие знают меня, я работаю тренером в спортшколе. Я только что пришел минут 15-20 оттуда. Хотел тоже немножко послушать. Но мне не понравилось то, что говорят, что там нельзя заниматься с этими дождями. Это неправда. Не надо здесь этого говорить. Там можно прекрасно заниматься, да. Там есть недоделки, которые работают, течет вода немножко с этих окон. Мы подкрепили их. Я там работаю со столами. Если там, как Демьян Николаевич говорит, маты были в воде, то я не успел вообще, и у меня и столы были поломаны. Ничего такого страшного нет. Надо просто, как Михаил Иванович сказал, завхоз, директор школы пусть проверяет, докладывает, где что там, и там их можно ремонтировать. Пожалуйста, не надо это задвигать. Мой вопрос, я думаю, что Примария проверит и доделает эти дела, и все будет там нормально. Вопроса, к сожалению, не прозвучало. Это было ваше пожелание. Значит, у меня к вам встречный вопрос. Пожалуйста, без выкриков из зала. Да, Демьян Николаевич, вы можете ответить. Ну, некому задавать, он убегает просто. Хорошо. Следующий вопрос из зала. Вы поднимаете активнее руки. Вижу одну руку, сейчас подойду. Пожалуйста, выкрикните второй вопрос. Тогда вот следующий дождь, когда будет, я надеюсь, что мы вместе с вами пойдем и посмотрим, и убедимся. Спасибо. Еще один вопрос. Представьтесь и задавайте. Здравствуйте, меня зовут Бессараб Николай. И я хочу задать два вопроса. Первый вопрос вам, Михаил Иванович. Почему и сколько времени нас еще будет терроризировать полиция? Терроризировать именно. И какую защиту вы нам предлагаете? Мы должны не бояться, а мы должны видеть полицию и должны, если нам нужна какая-то помощь, они должны нам оказывать, а мы боимся. Арасоклары, yok ne arasın Kişinovskiler, bizim vakti polisimiz hangisi bizi koruyor. Yakşası açan olacaktı bu naresler bizim kongazlara, участвовать etsin, siz de bile участвовать etsin, bizi участковывала, hem de tabi вопрос Дмитрия Николаевича. Будучи в парламенте Республики Молдова, siz bilirsiniz hani bütün Kongre'de şimdi yok gaz. Ne için siz, sizin komşularınızda в частности, не için siz являетесь депутатом и были у вас возможности, не siz объединили своего комшуlanza. Спасибо. Первый вопрос был Михаилу Ивановичу. Насчет полиции. Я наших местных полицейских как раз более-менее приучил. Я говорю, вы видите, что человек в возрасте едет по этим нашим заколкам, не останавливайте, никогда к ним не придирайтесь. Но объединили 3 службы, полиция, патрулярия, они имеют право сейчас и раньше могли только по трассе М3 и межпоселковой дороге, это по Калининой, по Антонову и проверять, сейчас они имеют право везде останавливать. Я не сторонник таких облав, как они производят, это не метод работы. Лучше пускай профилактикой занимаются, чем будут вот тут вот наказывать по нашим заколкам. Но то, что культура вождения у нас отсутствует, это однозначно. Нам надо самим в первую очередь над собой работать. И когда вот недавно в Дизгеже машина наехала на толпу ребят, представьте себя потом на месте родителей этих детей. И немножко поубавится смесь. Спасибо. Я не думаю, что они приходят именно целенаправленно. Да, может быть, там тоже есть недобросовестные работники. Спасибо. Демьян Николаевич. Я хочу ответить тоже на этот вопрос, мое видение. Значит, дорожная полиция должна заниматься республиканскими дорогами. Им нечего искать на БАМе, значит, на Буджаке или на ФИКО. Значит, это они приезжают сюда на заработки. Человек выезжает от ресторана Николчу, его ловят возле калитки
и начинают с него требовать деньги. 8 тысяч, 10 тысяч. Они пускай контролируют города, контролируют дорогу М3. Но у нас достаточно полиции в селе для того, чтобы они смотрели за порядком и ставить известность примара для того, чтобы они не приезжали сюда на заработки. Спасибо. И вам был задан второй вопрос. И молодой человек мне задал вопрос, что, Дмитрий Николаевич, вы были в парламенте, почему вы не сделали? Значит, вы, наверное, опоздали, когда я говорил по этой теме. Значит, во-первых, значит, ко мне эти люди не обращались. Им на всех предвыборных кампаниях, начиная с Михаила Макаровича и кончая всеми кандидатами, которые баллотировались, обещали: проголосуйте, поддержите, и мы сделаем вам газ. Михаил Макарович уже 5 или 6 лет в Германии, а люди как были без газа, так и есть. Я сегодня никому ничего не обещал, но я вам даю слово, что те вопросы, которые остались в Кангазе по газу, мы решим их в первоочередную очередь. Я знаю, как их решить. Спасибо. И последний вопрос из зала. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос? Нет желающих? Ну, тогда... Спасибо большое за вопросы из зала, спасибо кандидатам. И я хочу предоставить вам последнюю возможность, 1 минуту выступлений. Завершение. Господин? Наверное, в том же порядке, как была жеребьевка. В первую очередь, Демьян Николаевич, соблюсти это правило. Пожалуйста, 1 минута. Дорогие жители села, уважаемые односельчане, действительно 20 октября вы сделаете свой выбор. Я вас уверяю, что те планы и цели, которые я поставил перед собой, значит, они сегодня реализуемые. Учитывая свой опыт во всех различных сферах, я сегодня готов дать вам слово, что Кангаз займет достойное место в иерархии автономии нашей. Об этом будет говорить вся страна. И те вопросы, которые сегодня в моей предвыборной кампании, это не фантазия Дмитрия Николаевича, это моя цель и задача. Поэтому я уверен, что вы окажете мне доверие, а потом будете спрашивать: Дмитрий Николаевич, очень красиво было иллюстрировано. Я показал, как я вижу Кангаз. Поэтому я прошу вашего доверия, а я готов работать 24 часа в сутки. Уважаемые односельчане, я прошу вас 20-го принять всем активное участие и проголосовать за меня как кандидата в примары и за мою команду советников именно от партии социалистов. Это люди компетентные, люди независимые, это патриоты своего села. И совместно мы, те, которые позитивные изменения, которые начались, мы продолжим их, приумножим, и Кангаз будет достойным для наших достойных жителей, для их проживания. Мы создадим условия для того, чтобы хотя бы, по крайней мере, не уезжали наши дети уже. Те, которые уехали, их сложно было вернуть, но хотя бы, чтобы остановить этот отток населения. Спасибо. Спасибо большое. Огромная благодарность нашим жителям. Я себя тоже причисляю к односельчанам, к жителю села Кангаз. Большое спасибо за активное участие, за то, что пришли. Последний раз мы здесь проводили в 2011 году дебаты, и тогда было раз в 7 меньше людей, и активность была меньше. Но сейчас вы продемонстрировали, что эти выборы не безразличны для вас. Пожалуйста, просим всех прийти на выборы и проголосовать, как вам велит сердце. Спасибо большое. И спасибо кандидатам за то, что вели себя практически все время корректно и отвечали на эти вопросы честно. Спасибо.